Нам ознакомили учащиеся на митинге с подвигом. Я маленько продолжу, немножко о современности скажу. Дело в том, что с 1965 года наша школа носит имя героя. Героя Советского Союза Петра Сергеевича Юхвитова, а также Кинашевская школа. Вот еще с 1967 года были установлены контакты с Кинашевской школой с помощью родного брата героя Александра Сергеевича, который посетил Украину, возложил цветы на могильную плиту, сходил к братской могиле, встречался с ветеранами, посетил музеи, съездил в Кинашевскую школу, побеседовал с учащимися и учителями. В 1967 году ответная делегация выехала к нам, получается, в нашу школу, где встреча прошла в очень дружной и светлой атмосфере, исполнялись национальные песни украинского и чувашского народов. Пионеры Кинашевской школы прочитали стихи собственного сочинения о подвиге Юхвитова. Такие делегации состоялись еще несколько раз. Это было еще в 1968 году. И в 1980 году состоялась еще одна ответная делегация. Это в Кинашево. Дело в том, что с 1985 года уже связи с этой школой были утрачены. И после 1991 года особенно, конечно же, связи совсем прекратились, то есть переписки совсем прекратились. Но в прошлом году нам удалось по интернету связаться с местным жителем из города Бурштин, с помощью которой нам оказал помощь, сходил к этой братской могиле, сфотографировал братскую могилу. И благодаря этому мы можем видеть и в интернете, и в фотографии наблюдать, что эта могила ухоженная, находится в прекрасном состоянии, есть могильная плита. И все это свидетельствует о том, что украинский народ до сих пор, несмотря на вот современные вот творящиеся, как бы получается, отношения, военные действия даже, можно сказать, с благодарностью относится к подвигу героев. Ну и, конечно же, подвигу Петра Сергеевича Юхвитова. Вот я хотел об этом только сказать. И хотелось бы, конечно же, чтобы наши народы так и дальше продолжали мирно жить.